По последним данным, общее число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике превышает 40 тысяч человек. По поручению президента Аслана Бжаня правительством принято решение о выделении финансовой помощи из бюджета Абхазии в размере $300 тысяч. $100 тысяч будет направлено в Турцию и $200 тысяч в Сирию. Кроме того, в Абхазии набирает обороты гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим от землетрясения. В центральном офисе МЧС в Сухуме открыт пункт приема. Жители республики приносят сюда теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. Если людям, допустим, неудобно из наших городов везти сюда на место сбора, то можно обратиться в наши части по городам. В Гагарах, Гудаутах, в Ачамчирах, не имеет значения. Они потом соберут и свезут все сюда. Основное место сбора – это здание Министерства по чрезвычайным ситуациям на улице Конфедератов, дом 12. Что входит в гуманитарную помощь? Необходимые вещи. Это теплые вещи, спальные мешки, палатки, газовые горелки, детское питание, консервы, крупы, бутилированная вода обязательно, ну и так далее. Все, что не портится быстро. Друзья в Турции попросили одного из людей, который приносил нам гуманитарную помощь, он спросил, можно ли, там просят корм для животных, он спросил, переправите ли вы. Мы сказали, да, конечно. Вот привезли корм, около 40 мешков корма для собак, для кошек. Это все для Турции. К сбору гуманитарной помощи подключились все районы. В пункты сбора люди несут продукты питания, теплую одежду. Магазины, некоторые с города, которые здесь были, они нам предоставили. Еще некоторые компании предоставили, там кто-то одеяло, продовольствие принес. Здесь пункт сбора нашей, как говорится, гуманитарной помощи именно пожарной части МЧС. Жители Абхазии отмечают, что в тяжелые военные и послевоенные годы наши соотечественники, проживающие в Турции и Сирии, оказывали нам поддержку и помощь. Когда они оказались в беде, оставаться в стороне Абхазия не может. То, что наше государство, руководство страны откликнулось, конечно, это очень хорошо, потому что весь мир потрясла эта трагедия, и остаться в стороне Абхазия просто не могла. Понимаем, что возможностей не так много у страны, но это тоже какая-то помощь, это тоже говорит о том, что мы неравнодушны к той трагедии, которая произошла в этих странах. Мы знаем, что погибли и наши соотечественники, и в Сирии проживает диаспора наша, которая не осталась в стороне во время нашей войны, и добровольцами пришли и погибли здесь. И в Турции наша диаспора, которой также мы дорожим. Когда я прочитала информацию, что правительство Республики Абхазия решило оказать материальную помощь пострадавшему народу Сирии и Турции, была, конечно, очень обрадована. Я считаю, что это очень правильное решение. Было очень обидно читать комментарии под данной информацией об оказании помощи правительством. Я просто не могу понять некоторых абхазов, что случилось с ними сегодня. Почему вы забыли сегодня, что из этой же Сирии, из Турции приехали на помощь абхазам во время войны, именно отдать свою жизнь за свободу Абхазии, за свободу Апсны. А сегодня некоторые плачут, что у них забирают рубль в помощь Турции, в помощь народу Сирии. Что случилось за последние 30 послевоенных лет, я не могу понять. Ведь всегда говорили, что не оскудеет рука отдающего. Почему сегодня вы не поддерживаете правительство Абхазии, которое приняло правильное решение, я считаю? Почему материальное благо сегодня стало выше сострадания? Не знаю. Может быть, я не права, но я считаю, что основная масса абхазов думает точно так же, как и я. Собранный груз сразу после решения вопроса логистики будет доставлен непосредственно в зону бедствия, в пострадавшие районы Турции и Сирии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.